Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Глядзець наш эфір можна праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а таксама праз наш канал на YouTube. Сёння і зараз у Мінску праходзіць вялікая размова з Александром Лукашенком. По праграме тэлеперадач яна мусіла скончыцца ў 15:00. У прынцыпе, мы ўсе ведалі, што яна не скончыцца ў 15:00, але ўсё ж на ўсялякі выпадак вырашылі, што ў 15:05 запрасіць незалежнага аналітыка Сергея Чалага ў нашу студыю, каб пракаментаваць эканамічны блок вялікай размовы, будзе да месца. Так што, сябры, якраз эканамічны блок скончыўся пару хвілінаў таму, здаецца, прывітанне. Сергей, можна адарвацца ад Александра Григоровича, ты больш вы яго ўжо слухаеце 4,5 гадзіны, ну калі слухаеце. Вось, і крыху падумаць пра тое, што ён сказаў. Канешне, хацеў я, Сергей, пачаць з пытання пра агульныя ўражанні ад вялікай размовы, але мне здаецца, што больш важна запытацца наконт таго, што цяпер з нафтавым манёўрам. Вот все, вот конец, да? Беларусь фактично признае, что никакой компенсации за нафтовый маневр не отрымает. Нет, я не согласен с этим. Я по-прежнему считаю, что то, что сейчас мы наблюдаем, это последствия, в общем, ошибки Лукашенко, когда он публично перед журналистами устроил выволочку Путину на саммите ЕС в Питере. И причем Путин же даже попросил его, давайте, мол, может быть, не публично, а как-то в узком составе, без микрофонов, но почему-то он не захотел этого сделать. А это было на початку? Совершенно верно, да, совершенно верно. С этого все началось. Да, это было, и, значит, Тогда же пришлось Путину экспромтом придумать идею о союзном государстве, точнее, вспомнить о нем, как риторический прием. Потом она обросла, эта идея, мясом, конкретным мясом, совершенно так? верно, да, которые начали копать его подчиненные. Вот, и сейчас это находится в той стадии, которую мы наблюдаем. Это стадия, как мне кажется, в большей степени из области психологии, чем экономики. Потому что до этого все, что мы знаем из выступлений российских должностных лиц, они были в принципе не против и даже рассматривали различные варианты. Поэтому я думаю, что по-прежнему путь просто помириться, да, и то, что сейчас происходит, это вот очень напоминает рассорившуюся семью, которая вот пытается, знаешь, так между собой встречаться, и я вот сразу, что называется, задам себе тот вопрос, который ты мне должен был задать, да, про как же так можно было не говорить совсем о налоговом маневре? Так, Александр Лукашенко некалькі хвілінаў, паўгадзіны недзе ўжо таму сказаў, што ў Сочи вообще не говорили про... Он об этом говорил еще, когда они вышли к микрофонам. И это, опять же, с психологической точки зрения очень легко объяснимо, если снова воспользоваться вот этой аналогией, которую я говорю. То есть тот вопрос, который рассорил, да, как бы супруги предпочитают пока не обсуждать, да, пока. То бок не гледзячы на... Зато, заметьте, они начинают, как это, вместе пойдем в ресторан, сходим, на лыжах пока покатаемся. То есть начинают как-то налаживать личные отношения, но пока еще главной теме не знают, как подойти. Вот в какой стадии мы находимся. Ну, а калі гэтую тэорыю прымаць і разглядаць, да, правяраць на трываласць, гэта значит, что 3 месяцы ўжо не могуць, в принципе, помириться Владимир Путин и Александр Лукашенко. Я бы не временем мерил, я бы количеством встреч. Встреч таксама было 3 штуки надзвычайна шмат, 3 штуки, насамрэч. Да. Вось. І Александр Лукашенко дарыў Путіну 4 меха бульбы, як мы памятаем, пад Раство, да, яны як стаялі ў Крамлі. Элитный? Ну, розные. Одна для драничка, там, одна для того. В этом, как ее, в льняных мешках. Ну, пригоже, да, это было пригоже, конечно, в этом зале яна выглядала. Карацей, один раз Лукашенко не застаўся поиграть у хоккей, он взлетел, а Путин пайшоў на матч... по-моему, он его звал на какое-то спортивное мероприятие. Путин пайшоў на матч ночной лиги на Чырвонай плошчы у хоккей граць, а Лукашенко злетел. А другі раз застаўся ўжо ў Сочи, яны разам гулялі ў хоккей, і вось гэта ўсё, гэта
Ну, на вашу думку, это такі цяжкі працэс вяртання да просто нормальных психологичных отношений. Несомненно, то, что сделал Лукашенко, Путину очень не понравилось психологически. Ну, а Путин... это в некотором смысле, ну, он мстительный товарищ. Ну, и он, да, он, ну, как мы знаем, амбитный и... Нет, я именно это слово хотел употребить, потому что, ну, мы знаем примеры. Он показывает, где место Беларуси зараз, там, новичок, Полоний, там, луговой чай и все остальное. И кольки Беларуси будет каштовать неосторожный выпад Лукашенко. Да, пока 400 миллионов в год. Ну, за этот год, да, так? Именно. Ну, я думаю, что, скорее всего, этот год так и пройдет под знаком «сам виноват», а дальше все-таки... Цікавая, конечно, концепция. То бок за сварку и публичную... И за эти 400 миллионов, похоже, Лукашенко уже сам не очень в них верит, потому что фраза была такая: «Мы готовы вам их подарить. Те деньги, которые вы нам должны, были подарить». Да, мы готовы вам подарить. У прынцыпе, я згодны пагадзіцца магу з гэтым, таму што сёння ўжо пра гэтыя 400 мільёнаў менавіта казаў Александр Григорьевич як пра факт, ну, на які мы не будзем прэтэндаваць. Што праўда, спроба зрабіць добрую міну пры дрэннай гульні, ну, калі ў России неяк дрэнна со сродками, да, ну, калі вот так вот тяжко я абсолютно уверен, что это не он сейчас сам сочиняет, я абсолютно уверен, что это один из аргументов, который он выслушал от Путина, потому что мы видим, что суть послания президентского путинского, которая была, во многом об этом и была. То есть русских готовят к тому, чтобы объяснить, почему на Беларусь денег нет. Угу. То бок, у прынцыпе, Путин сам не кажа Лукашенко, что Беларусь оштрафованная на 400 миллионов. Нет. Говорит, просто сейчас денег нет. Сейчас денег нет. Не можем себе дозволить. Сейчас нет денег. Да, у нас там война идет, там санкции. Налоговый маневр, господи, какой налоговый, пенсионная реформа. И ну что, я могу сказать, тут эмоциональный фон 50 на 50. З одного боку, з 400 мільйонами мы развіталіся, з іншого боку, наступный год, я так разумею, все ж таки застаецца, хутчэй за ўсё, предметом гандлю. Еще же про нефть было несколько слов, когда Лукашенко упомянул в качестве чуть ли не угрозы, она такая очень смешно прозвучала, если вырвать ее из контекста, что ну вот мы сейчас же завершим модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов, потратим огромные деньги, но завершим, и у нас глубина переработки будет как в Европе, 92% или выше. Кому от этого будет лучше? Ну, имелось в виду, ну, мы же тогда сможем покупать нефть вообще где бы то ни было везде. То есть они же будут так же эффективны, как любые другие европейские нефтеперерабатывающие заводы, которые получают нефть откуда угодно. И правильное питание было, кому от этого будет лучше? Кому от этого будет горш? Насамрэч. Разве? Правильно, и он сказал, кому от этого будет лепш. Ну, да. Але разуметь это треба, як кому от этого будет это горш. было как угроза. Не будем, значит, вашу поганую нефть покупать, а будем хорошую например, либо каспийскую, иранскую, там, не знаю, какую-нибудь, да, и азербайджанскую, или еще какую-нибудь. Цікава, что прыкладна 10 гадоў таму, здаецца, мы сустракаліся ў гэтай студыі, ну, можа, 9. І не ў гэтай, а ў крыху іншай студыі, але мы абмяркоўвалі паставкі нафты з дальніх рубежоў, з Венесуэлы, там, напрыклад, да, іх рэнтабельнасць. Вось, ну, на жаль, пакуль што ніводны з гэтых праектаў не... Нет, почему же? А я считаю, что они успеха своего добились, эти проекты. Потому что результатом... поставки нафты, мне сдается, результатом их стало... Нет, это был плановый убыточный проект, здесь идея которого была напугать Россию. Именно это сейчас и надо понимать в контексте его высказывания, кому от этого будет хуже, как угроза. То есть речь шла о том, что Россия тогда действительно в качестве того, чтобы закрыть эту тему, предыдущий нефтяной спор, она сказала: окей, мы вас зальем нефть. Вот сколько вам нужно, мы вам будем гарантировать ее поставки полностью. Только не берите ее нигде больше ниоткуда. Ситуация повторяется. Мы сподеемся, что мы зараз эти аргументы снова... Я не уверен, что они тут здесь важны на самом деле, потому что все аргументы же были уже давно высказаны. Все абсолютно уже все предъявлены. С ними спорить сложно. Поэтому вот как бы, а фактически он сдал просто карты насчет там в другой стране, не в другой стране, да, теперь началась вот эта волокита с давайте пересматривать все статьи союзного договора, и, короче, никому не нужны эти бредни. Перед тем, как мы перейдем до... Я думаю, что с нафтовым, с податковым маневром мы, в принципе, разобрались с большего. Вадим Иосуп пытается у комментариях, у аналогии про мужа и жонку, про супругов. Да. У кого якая роля?
Это, конечно, питание на паўжартоўнае, это не, как это, гендерно некорректное питание, особенно с учетом нынешних Вадим, это партнер 1 и партнер 2. Да, партнер 1, давайте партнер 2. Мы вырашым у еўрапейскім духу, тым больш, што сёння Александр Лукашенко пытаўся у Дмітра Лукашука, чым беларускае радыё адрозніваецца ад еўрапейскага, у нас... Вот примерно этим. Вот еўрапейскія, да, каштоўнасці, партнер 1 и партнер 2. Прагучала яшчэ некалькі эканамічных заяваў. Вельмі доўга, літаральна наўпрост перад нашым эфірам абмяркоўвалі прыватызацыю. Да. Нет, не прыватызацыю. Ну, як бы і приватизацию, не приватизацию с Ярославом Романчуком. Не приватизацию. Нет, мне сдалось... Вопрос был не об этом. Лукашенко красиво съехал на приватизацию. А вопрос был совсем не об этом. Вопрос же был... Как это, у меня сейчас будет любимая рубрика «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит» из передачи. Она как раз и была посвящена тому, что никакой инвестиционный климат у нас не будет до тех пор, пока вы не прекратите посадки собственного бизнеса. И там как раз и была эта цитата из Медведева, который, когда становился президентом в 2008 году, у него была фраза «хватит кошмарить бизнес». Вот она сегодня Романчуком была, я ее повторил вчера, он ее повторил сегодня. И фактически об этом шла речь. Речь шла о давлении силовиков на бизнес. Что вы можете ставить прекрасно, тут молодец, красиво прогиб засчитан, Ярослав, значит, сказал, что как мудро вы и грамотно, четко ставите задачи перед Совмином о том, что нужно опережать мировые темпы роста нам для того, чтобы сокращать разрыв с развитыми странами и так далее. И, он хотел, конечно, видимо, выйти на свою любимую тему о том, что царь хороший, бояре плохие, как он недавно в своей колонке написал, что Совмин себе уже на отставку наработал. Но основная идея была в том, что никаких источников роста не будет до тех пор, пока вы не устраните самое главное препятствие для экономического роста, а именно небезопасность заниматься бизнесом в своей собственной стране для своих собственных инвесторов. При гэтым крыху раней поговорили про амнистию капиталу, хотя это было вельми короткое питание и очень смешной ответ. Очень да, отказ, какая у вас стратегия? Нет, там не так было. Дословно было следующее. Вы рассматриваете этот вопрос? Да, рассматриваю. Этот вопрос сейчас лежит у меня на столе. Да. Какие схемы вы рассматриваете? Да, никаких схем. Какая там амнистия капитала будет не горше, чем у России? Если будет. Если будет. Еще надо посоветоваться с бизнесом. Сябры, як заўжды, першая частка размовы пролетела вельмі хутка, і удвая хутчэй яна пролетела, таму што ў студыі Еўрарадыё Сергей Чалы, якога вельмі цікава слухаць. Мы пачнем з размовы пра амністыю капітала, наступную частку размовы, да якой вернемся праз кароткую музычную паузу і выпуск навінаў літаральна праз 4 хвіліны. Заставайцеся на Еўрарадыё. Сыпала ночь, снег рваной подушкой луны, звездами дискотек на города валуны, белого шепота страх, не оставляя следов, искрой ножа в руках крадется среди домов. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Расійскія алігархі занадта моцна аб'яднаныя з уладай гэтай краіны, што паралізуе развіццё адносінаў Масквы і Мінска. Пра гэта заявіў Александр Лукашенко, які прайшоўся таксама крытычна па расійскіх тэлеканалаў. Ён запатрабаваў ад расійскіх уладаў спыніць абараняць інтарэсы алігархічнага бізнесу. Закрануў, між іншага, і тэму пастаўкі прадуктаў. Навошта вы тарпедуеце пастаўкі беларускай сельгаспрадукцыі? Самай якаснай у свеце, падкрэсліў ён. На думку кіраўніка дзяржавы, да адной з такіх груп адносіцца экс-кіраўнік расійскага Мінсельгаспрама Александр Ткачоў. Нагадаю, што Лукашенко праводзіць вялікую размову з журналістамі і экспертамі. У нас у студыі проста зараз незалежны аналітык Сергей Чалы працягне абмеркаванне эканамічных выкладак Александра Лукашэнкі на гэтай сустрэчы. Лукашенко незадаволены крыжамі, выстаўленымі вакол курапатаў. Пра гэта ён сёння і заявіў. Прывядзём у парадак курапаты, каб дэманстрацыі з крыжамі па перыметры не было. Навошта вы павыстаўлялі там крыжы? Гэта дэманстрацыя, я супраць такой дэманстрацыі. Верагодна, гаворка ідзе пра крыжы, якія выставілі уздоўж трасы Заслаўе калодзішчы Валер Рабцаў разам са Змітром Дашкевічам. У Стоўбцах новая трагедыя. Загінуў малады следчы Станіслаў Бець. Яму днямі магло б споўніцца 22 гады. Днём 28-га мінская міліцыя абвясціла пра яго знікненне, а крыху пазней ён быў знойдзены павешаным на выездзе са Стоўбцаў у бок ягонай роднай вёскі Дзераўной. Родныя не вераць у самагубства. Следчы камітэт таксама не пацвярджае гэтую версію. Ідуць разбіральніцтвы. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Наш госць незалежны аналітык Сергей Чалы. Здравствуйте еще раз, да? Сергей, мы абмяркоўваем эканамічны блок вялікай размовы з Александром Лукашенком. Мы спыніліся на амністыі капітала. Лукашенко сказаў, што галоўнае, чаго яму не хацелось бы, каб гэта быў халасты стрэл. То бок, пра што ён кажа? Пра тое, што Беларусь абвясціць амністыю капітала, а прадпрымальнікі і дзяржаве черговый раз не поверить? Не совсем. Дело в том, что надо понимать, что это риск не для государства, это риск для предпринимателей. Ну правильно, это ж яны открывают. Конечно, они же фактически продемонстрируют схемы и все остальное, да, то есть... Принаймні, продемонструют, где эти схемы были. Да. Это, конечно, довольно большой риск, потому что фактически это примерно как пойти оружие сдавать, да? Ну да. Ну, то есть, вот, самим фактом того, что ты его приносишь, ты да, выкликаешь подозрение. Есть вопрос. Вот. Раз. Второе, действительно, она как бы на самом деле практически нигде успешно на постсоветском пространстве не применялась. Потому что как разовая мера, она по большому счету ничего не дает, если вы не меняете, как в анекдоте, всю систему. Да? Если вы не устраняете стимулов для бегства капитала, то разовое их возвращение и легализация не играет никакой роли. Кроме разовой этой суммы, которая поступит. А про стимулы для бегства мы, в принципе, отказывали... А это вот как раз и то про что пытался спросить Романчук, но у него, к сожалению... Вот это тот самый случай, когда, я уже давно понял, надо президенту задавать один вопрос и довольно короткий, а не пытаться сразу уложить в выступление несколько, потому что он, как опытный полемист, начинает выбирать то, что ему нужно, и отвечать на то, что он хочет. А иногда даже не на то, что ему было задано. И, в принципе, отказывая. В принципе, тебе. Але... Нет, как раз-таки он не ответил. Значит, ответ на вопрос, что делать с давлением силовиков на бизнес, значит, у него был двоякий. Во-первых, он повторил свой тезис, который у него звучал еще несколько раз до этого, и, очевидно, этот тезис будет звучать в послании. Он явно тренируется сейчас на аудитории. О том, какая еще свобода вам нужна. Нет такой страны, которая бы столько свободы бизнесменам не предоставила. Ну, сначала посадила, а потом я уже там пошутил в своем фейсбуке, что действительно, наверное, сложно найти такую страну, которая бы столько бизнесменов из тюрьмы освободила. Ну, потому что у нас это же часто как курсы повышения квалификации, прежде чем пойти отстающий колхоз возглавлять, что, кстати, самому же Романчуку было
предложено. Потому что как было кого в рамках программы «Через землю» его пропустить. Это раз. Это была феерия. Часам вось Зеленскі, да, кандидат у прэзідэнта Украіны, яго запыталіся, ну як вы будете з Лукашэнкам пасля того, як вы з яго кпілі. Ён сказал, ну у Лукашэнкі ж ёсць пачуццё гумару. Калі шчыра, у мяне вельмі вялікія сумневы, але часам, калі я чую фразу гэтага тэарэтыка трэба прапусціць праз зямлю, вот нешта такое, ну, да, специфичное, але пачуццё гумару. Ну, это в таком сталинском стиле, конечно, юмор ну, такой. Ну да, пасля, калі здолее вылезти, то... Так может позволить себе шутить только один человек, конечно, да, потому что очень двусмысленная фраза, конечно. Ну, так. Вот, во-первых, то есть вот это одна часть. Второе, это то, что, смотри, как он начал отвечать про силовиков. То есть, как бы свободы и так хватает. Дальше он, кстати, эту тему вернул еще раз, видимо, поняв, что недостаточно объяснений, что же, какой же еще свободы нужно. И этот тезис был раскрыт следующим образом. Он у него уже звучал, но был возвращен. Не в этом послании, а ранее речь шла о том, что хватит свои бизнес-неудачи списывать на государство. Мы для вас создали все условия. Зарегистрировать бизнес, это действительно правда, зарегистрировать можно очень легко. Мы на третьем месте, сдается. Абсолютно верно, это действительно это очень легко, но правда уже, как бы, что называется, в дороге никто кормить не обещал, да, то есть, а если вы разорились, то это, будем считать, что это не государство такие условия плохие создало, потому что мы-то как бы все условия создали, а вы идите, как в Америке, либо стреляетесь, либо в петлю. Вот. Ну, он, видимо, не слыхал про серийных банкротов, как того же Трампа, например, который 7 раз или 8, я уже там со счету сбился, и тем не менее по-прежнему считает себя миллиардером. И даже является президентом. Вот. И вовсе не стрелялся, и не вешался. И мы это, здаецца, абмяркоўвалі один раз, але калісьці даўно, што якраз у заходніх, у амерыканскіх бізнесменаў ёсць права на рызыку. Конечно, там абсолютно. Ты не рызыкуеш усім, у тым ліку сваёй свабодай, калі ты падпісваешся пад нейкі бізнес. А у нас бізнесуэс не мае права на памылку, фактычна ты ці зарабляешь, ну, просто в соотношении... апынаешься ўсім вінен. В знаменитом соотношении реворд, деленный на риск, у нас риск просто часто потенциально бесконечен, да, и это означает, что все, как сказать, потенциальная доходность стремится к абсолютному нулю. Раз. Второй момент, когда он начал отвечать о силовиках. Какой красивый был исполнен риторический прием из серии «Вас спрашивают в целом», а он отвечает в частностях. Он сказал, так вот же Турчин, разве это силовик? Он же у меня был инициатором вот всего этого раскрепощения и особенно вот этой цифровой IT-страны. Я же к ним даже не смотрел, одним глазом закрытым подписывал, вторым открытым смотрел на них, потому что знал, кто будет отвечать, если что. И они даже силовиков, там они даже туда не лезли. Типа, это, судя по всему, правда. Потому что в том ужасном виде, которым получился этот 8-й декрет, там явно никто из серьезно контролирующих органов, там не было ни Минфина, там не было ни Нацбанка. Ну, это нават не силовики. И еще не дошел до них. Да. Не говоря уже значит... То есть там было обойдено очень много инстанций. И вот президент почему-то посчитал это положительным примером. Хотя на самом деле это чрезвычайно негативный пример. Он показал, что у нас страна, в котором нет права для всех, а есть привилегия для избранных. Як заўжды, да. Каб весці бізнес у Беларусі, ты мусіш стаць абраным. І зноў жа, мне здаецца, што раней мы прыводзілі ў прыклад завод «Штадлер», вось, про які просто наўпрост было таксама недзе сказана, што вось вы да мяне прыйшлі, я вам паабяцаў, вот вы и працуете. Я же для вас все условия создал. Да, это абсолютно так. Вот. Силовики никуда не поделись в вынику. Как бы они застались там же, где я, если честно, очень сильно разочарован этим ответом, потому что мне как раз казалось, что время наспело к тому, чтобы все-таки каким-то образом их одернуть. Чтобы инициативу предпринимательскую реально распаволить. На минуточку вы просто посмотрите заголовки новостей. Суд. И причем количество
каждого дела, он становится почему-то все шире. Да, шире не Раньше хапае. это были 3, 5, 10, 15, 50 человек, 90. Не хапае журналістаў, каб наведаць все суды, Я про что суды, и говорю. И это на 25-м году молодого, суверенного, независимого государства, 25 лет на рынке борьбы с коррупцией, понимаешь? Вельмі цікава, што в прынцыпе вось гэтую думку пра распавольванне людзей, пра тое, што людзі мусяць пачаць зарабляць самі. Ну а што такое распавольванне прадпрымальніцкай ініцыятывы? Адказнасць чалавека за тое, як ён зарабляе, што ён зарабляе, Лукашенко здымаў крыху раней. Калі вось як мы абмеркавалі перад праграмай, тое, што не зусім зразумела прагучала, новы сацыяльны кантракт 50 на 50. 50% за вас робіць дзяржава, неяк так было сказано, вам гарантуе дабрабыту, але, калі ласка, 50% дабрабыту вы забяспечце сабе самі, не трэба нічога чакаць, не трэба... Ну вот там вот нешта вот такое вот. Там была фраза на 50% я за вас отвечаю. Что в данном случае концепт? Для меня, в некотором смысле, я пока не готов расшифровать. Але, до речі, гэта прагучала. Эту фразу, да, несомненно. Я думаю, гэта азначае, што дзяржава складае сабе 100% адказнасць, па-першае, за грамадзяніна, за яго дабрабыт. Это означает предельно простую вещь. У нас до этого как бы основным социальным контрактом было... Я даже не буду его формулировать в политической сфере, как из серии «Вы в политику не лезете, мы вас за это кормим». Нет. С главным содержанием идеологии белорусской государственности, которую так и не сумели сформулировать, и про которую тоже задавали вопрос, было то, что в экономической сфере определяется одним единственным предложением. Я уже как-то его формулировал, по-прежнему это работало до недавнего времени. Единственным источником доходов должно быть государство. А еще лучше, если и персонифицировано сам Лукашенко. Либо это предпринимательские доходы, но вы им обязаны ему, я вам создал все условия, так как вот эту пресловутую гавань с английским правом на Тартуге для IT, либо для вас декрет 7 для вот этого презренного сословия торгашей, да, которые там пониже уровнем, те небожители, чуть пониже, для них, для самых верхних декрет 8, чуть пониже декрет 7, да, вот это вот раскрепощение предпринимательской инициативы. Но опять же, это мы вам даем. И, наконец, в самом низу, значит, это, как сейчас в России принято говорить, глубинный народ, для которого есть декрет 3, ну, он же декрет 1. Вот. Ты маешь на увазі зараз дармоедов? Конечно, да, да. То есть примерно вот так у нас трехуровневая пирамида такая неофеодальная устроена. Вот. Но в любом случае источником доходов должно быть государство. И когда он заговорил о том, что давайте заключим контракт, на самом деле перезаключим контракт. Суть его заключается в том, что мы по-прежнему, да, создаем условия для избранных, мы по-прежнему создаем условия, за что вы обязаны нам, для бизнесменов, а на социалку уже не хватает. Крутите сами. Как было сказано, мы же транзитная страна. Иди чаю налей проезжающему мимо водителю. Да, чаю налей. Ну, в прынцыпе, якраз таки ў гэтым як бы ёсць пэўныя падвижкі. Я маю на ўвазе дэкрэт нумар 7, які сапраўды для рамеснікаў, вось для тых, хто сапраўды гатуе нейкую ежу там і прадае яе недзе, я не ведаю, на вакзалах, там, вот ён вводзіць пэўныя спрашчэнні і палёгкі. Тут тоже нужно понимать, что документы для вот этого среднего уровня этой пирамиды, они двоякие. С одной стороны, там действительно послабление для предпринимателей, а с другой стороны, там расширение самозанятости, которое воспринимается именно как снятие государства с себя ответственности за социальные обязательства перед этими людьми. Самозанятость. Идите хотя бы... Да, маецца на ўвазе тое, што ну, калі зараз ты кажаш з трыбуны, ідзіце зарабляйце на себе самі, ты мусіш хаця б умовы для того, каб людзі маглі зарабляць на себе самі, адпаведныя стварыць. Вось ці створаныя этой умовы, пэўныя крокі ёсць, ну, ім насустрач, да? Але
мне здаецца абсолютно не до конца, мне здаецца, что шмат люди Нет. ввогуле не разумеют. Нет, сейчас немножко, я хотел немножко другую мысль здесь сказать. Здесь речь вот идет о чем, что, опять же, еще раз говорю, надо понимать это как перезаключение контракта. Частью его, не проговоренной, но имплицитной, было то, что да, помнишь, как он сказал, не нравится, может быть, Машенскому, что я у него забираю 65% добавленной стоимости. Угу. Так вот, секундочку. Сутью того, что у нас такое социальное государство, которое обеспечивало людей, было согласие на то, что у нас высокие налоги. Поэтому перезаключение контракта из серии «я теперь вам буду давать меньше, вы крутитесь сами как хотите». Помнишь, как у нас был год предприимчивости не так давно? Больше, да. Да. Частью его должно быть «извините, тогда верните людям часть тех самых налогов, с которых на ту величину, с которых вы снимаете себя ответственность за социалку. Якія яны б змаглі пусціць, напрыклад. Лозунг не я придумал, верните людям деньги, это Кудринский комитет гражданских инициатив, или как он там называется, КГИ, да? Когда они как раз и предлагали в качестве тоже аналогичной меры раскрепощения деловой инициативы именно вот эти налоговые послабления. Одновременно это не работает. Из серии «я по-прежнему буду у вас забирать ту же часть прибыли, которая шла раньше на ваше содержание, но давать буду вам теперь только в половину от того, что давал раньше». Ну вот в чем суть этого контракта. Мець тое, што мелі раней, круціцесь просто хутчэй. Это лукавство. Ну, у прынцыпе, гэта ж лагічна, я ж кажу, даць людзям нейкі стартавы капітал, даць людзям з чаго пачынаць. І, ну, я вот не ведаю, як гэта можна ўвогуле рэалізаваць у нашай краіне, дзе вельмі доўга пробиваются, протискаются. Нет, я еще раз, дай еще раз, все-таки извини, но я все-таки еще раз сформулирую эту очень важную мысль, что нельзя одновременно одной попой сидеть на двух стульях. Оправдывать высокий уровень налогов в стране необходимостью высоких социальных трат государства и одновременно говорить о том, что, значит, простите, но как бы социальных трат будет теперь в 2 раза меньше, крутитесь как хотите. Это должно идти двумя руками одновременно. Если вы хотите, чтобы люди крутились, то это означает, что вы должны из них брать меньше. Справа ў тым, што я вось думаю, што нам трэба, відаць, перайсці ў трэцюю частку размовы, хаця мяне не пакідае... Там, подожди, я еще хотел договорить про то, как Лукашенко еще обошел вот этот вопрос. То есть про Силуков понятно, я как бы уже понял, что он не готов на эту тему говорить. Но у нас реально хвилина перед перапынком. Там был еще один важный момент. Заметь, как он красиво перевел стрелки на самого Романчука, сказав, что ну вот вы же хотите же все распродать и приватизировать. Хотя ни слова об этом, и даже робко попытался там сам Романчук пискнуть, что ой, нет, я же об этом ничего не говорил. Что правда, он об этом ничего не говорил. Ну да, а Лукашенко сказал, працягнуў гэтую думку, некалькі разоў я паўтарыў, і дайшло нават до того, что он сказал, вот я, Лукашенко, тут забяспечваю, ну нешта такое, вот гэтую стабільнасць, а вы, Ярослав, 3 гады, і типа все, але будзе рэвалюцыя. Да. Я думаю, што і з гэтым пытаннем мы прыкладна разобрались, але ёсць яшчэ пра што... Там важный тоже момент, можно про него продолжить будет. Ну, опять же, я ж кажу, што мяне не пакідае адчуванне, што мы пропускаем нешта вельмі важнае, што яно там, да, што там ідзе. Але зараз мы ўсё ж таки перарвемся. Яшчэ адна пауза на музыку і выпуск навінаў, а пасля мы вернемся ў студыю Еўрарадыё, дзе працягнем абмяркоўваць вялікую размову Александра Лукашэнкі з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым. Все, что снись, все, что ешь, шагок пись, все суцельная хлусня, хлусят все и хлушу и я. Простая система, демона найдешь, это недоверу, не скусишь, не проживешь. Ой! Хлусят в войску генералы, президенты на долярах, комментатор про потери, мэр брахал, что не хварэне. Просто
Простая система, демона найдешь. Эра недоверу, не спустишь, не проживешь. Ай, 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 ай. Глусят все, и я глушу. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. На Бангалор ніхто не пойдзе, мы ніякіх мерапрыемстваў там не будзем арганізоўваць, гэта праклятае места. Так пракаментаваў адзін з арганізатараў Дня волі Павел Белавус забарону Лукашэнкі праводзіць свята на стадыёне «Дынама». Адказваючы на пытанне журналіста Еўрарадыё Змітра Лукашука, Лукашенко адназначна заявіў, што святкаванне на стадыёне «Дынама» не будзе, гэта асабістая абраза мне, збірайцеся на Бангалор. Адносіны паміж Расіяй і Беларусю саюзніцкія і абсалютна братэрскія. Так прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў пракаментаваў журналістам словы Александра Лукашэнкі пра тое, што 98% грамадзянаў нашай краіны супраць уключэння Беларусі ў склад Расіі. Замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать, я ни разу не услышал. Союз строится на принципах равноправия. Неважно, большая страна, малая. Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси о объединении двух государств и, как многие в России говорят, включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против. Заявил Лукашенко. У Гродні затрымалі рэкардсмена п'янога кіроўцу з 8-разовым перавышэннем нормы. Жыхары Гродна дапамаглі праваахоўнікам затрымаць 2 нецвярозых кіроўцаў. Аднаго затрымлівалі о 6 раніцы 1 сакавіка. Нарад ДПС спыніў хлопца. Утрыманне у кіроўцы перавышала норму больш як у 4 разы, а ў другога больш як у 8 разоў. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Зараз у мінскім выставачным комплексе «Белэкспа» адбываецца вялікая размова з Александром Лукашэнкам. Усё ніяк не можа скончыцца. А паралельна з вялікай размовай у нас тут постмадэрнізм, адбываецца вялікая размова пра вялікую размову паміж у студыі Еўрарадыё і наш госць, ну ладно, маленькая размова пра вялікую размову, наш госць незалежны аналітык Сергей Чалы. Яшчэ раз прывітанне. Сергей, мы, у прынцыпе, я ўжо схіляў цябе да таго, каб перайсці на абмеркаванне інтэграцыйных тэзісаў, якія былі выказаны. Але тэма прыватызацыі, стасункаў бизнеса и державы. Нужно понимать, во-первых, ты же видел, как расцвел президент, как он действительно эмоционально включился, когда он начал говорить про приватизацию, точнее, почему он против нее. Рассказывал о том, что дал губернаторам право, они воровским способом, там, каким-то то ли ранцем, то ли еще там, черт пойми кому, землю самую гектаров лепшую, там, да, или сколько там, да, и то, и сё, и, в общем, и пришлось это все у них, это право забрать, и вообще все какие-то негодяи кругом хотят купить, продать, разобрать, там, и так далее. Это красивый риторический прием, как бы, который действительно он использует в качестве страшилки, что, мол, если не он, то придут вот такие, как непропущенные сквозь землю романчуки, и все распродадут, развалят там, и так далее. А он же это все вынужден учитывать. И там же, помнишь, еще был такой пассаж очень длинный про Францию, что вось там прыватная чыгунка, и поглядите, як бы, что это люди с вилами, которые молоко выливают. И даже люди с вилами будут, и будет революция, и что, а вот он, такой мудрый человек, вынужден все это балансировать, и так далее. Это манипуляция. На самом деле, если пользоваться термином «Минский консенсус», который фактически отражает сейчас, ну, я один из авторов этого термина, из 2 людей, но смысл заключается в том, что действительно есть консенсус между людьми во власти, ну, теми, которые не занимают политических должностей, которые понимают, что с экономикой нужно делать, между независимыми экспертами, между синктенками, отечественными, иностранными, между международными финансовыми организациями, общее понимание того, что с экономикой происходит, как она работает, что с ней нужно делать. Ключевым вопросом является то, про что, в принципе, Романчук говорил, то, что сейчас формулируется по повышению эффективности государственного сектора.
приватизация является одной из, и, может быть, не самой даже важной частью этого дела. И попытка все это свести к страшилке означает просто способ заговорить вопрос. Основной вопрос, который является действительно ключевым, это эффективность предприятий государственного сектора. То бок, як і у выпадку з амністыяй капітала, пытанне эффектыўнасці дзяржаўнага сектора на столе, а якая у вас стратегия? Никакая. Ну, как-то мы это зробим. Да. В принципе, мне здаецца, что этот падыход, ён апошнія ізножы, ну, як мінімум 10-годдзя. Ну, прынамсі, з таго часу, як мы перестали ад России атрымліваць так званую нафтовую ренту. У нас давно отсутствие решений выдается как мудрый третий путь. Я об этом многократно уже рассказывал. В качестве того, чтобы понять, почему это именно отсутствие решений, легко посмотреть на то, какие проблемы сейчас обсуждаются. Какая должна быть структура социальной поддержки, пособие по безработице, пенсионная система, будет ли страхование. Там, все это питание поднимает МВФ. И не только, мы тоже. Ну, опять же вопрос, что делать с государственными предприятиями. На минуточку, это все вопросы, которые в других странах решались лет 20-25. Ну, еще раз, отсутствие решений выдавалось за мудрый, сознательный средний путь. То бок у якасці рашэння прапаноўвалася не вырашаць ситуацию, а пакідаць все так, як есть. И это, в принципе, было часткой социального контракта. В надежде на то, что либо само рассосется, либо сгниет и отвалится. Там. Новое поколение придет. А получилось, что не отваливается, а уже гангрена, понимаешь, в организме. Уже отравляются трупным ядом и здоровые его части. Пишут слухачи и читачи, доверие утеряно, а это дорого стоит. Я так разумею, что это комментар у бок стасунков бизнеса и державы, бизнеса и силовиков. Да, конечно. Ну да, вертать доверие, это нават не 20 и не 25 год, я думаю, питание. Это питание нескольких поколений. До речи, казали про поколение X, поколение Y и поколение Z, что, здаецца, казали, выросли уже люди типа непужаныя, да, якія выросли, народились и выросли в незалежнай Беларуси, але ці не успрынялі яны ўсё ж таки гэта недавер. Знаешь, я не упитали яны. Как это, что называется, не называя источников, скажу, что я слышал такую точку зрения из практически из силовых структур, почему, собственно, они считают, что вреда долгосрочного их действия не наносит. У них есть такая красивая аналогия про голубей на площади. Что пока лежат там крошки, значит, их пугнешь, они все равно взлетят и сядут. И вернутся. Вот примерно так они рассуждают. Они считают, что долгосрочного ущерба нет, медом им намазано, как бы. Але ж мы как раз у ситуации, когда крошки начали скончаться, сдается мне, и шмат заявок. Тем не менее, это важный такой инсайт в пользу того, как они это понимают. То есть они считают, что все равно пугать можно сколько угодно, они все равно никуда не денутся. Никуда вы не денетесь без державы, без махчимости зараблять, без той ситуации, когда вы вынуждены працаваць по это, к сожалению, законах. Такой довольно нехороший признак, потому что он говорит о том, что никаких системных ошибок в том, что они делают, они не видят. Ну, что я могу сказать? Ізноў жа, мне здаецца, што да гэтай высновы мы неаднаразова прыходзілі ў праграмах і 2 гады таму, і 5 гадоў таму, і колькі мы яшчэ цікава будзем прыходзіць да гэтай высновы, відаць, паглядзім на наступнай вялікай размове. Вось вернемся да гэта у гэты момант, да, і паглядзім, ці зменіцца, ці зменілася што-небудзь там за 2 гады. Да, апошняя эканамічная, увогуле, дарэчы, эканамічнаму, мне здаецца, было прысвечана не так шмат, як звычайна. Прынамсі, не было ніякай праграмнай вот такой прамовы про эканамічны стан, якая бывае звычайна так. Вось, але апошняе, што мы яшчэ не ахапілі, гэта эканамічная ў інтэграцыйных стасунках з Россией. Я считаю, что все-таки сейчас в качестве главного тезиса в экономической сфере, который был произнесен, что вы еще от меня хотите? Все, что вы хотели, я вам дал. Вот сколько вы приходили, какой свободы хотели, я вам дал. Чего вы жалуетесь?
Вот, то есть, грубо говоря, это означает, что, ребята, никаких других определяющих решений не ждите. Цікава, але заўжды ж пачынаюцца праблемы другога ўзроўню. Добра, ты вырашаеш праблемы на агульным узроўні, далей пачынаюцца, напрыклад, пытанні з сілавікамі. Ну, нельга так, каб не пачаліся. Так нет уже проблем с силовиками. Оказывается, нет. Нету да. проблем с силовиками. Вот так. Турчин же не силовик. Не силовик. Не поспоришь. Экономист. Наколькі мы ведаем. Да. Итак, интеграцыйныя стасункі з Расіяй, тая пыталіся у Александра Лукашэнкі пра інтэграцыю шмат і пыталіся расійскія журналісты, якіх у зале даволі много. І ад РБК было пытанне, напрыклад, ну, такое. Это были не сколько вопросы, сколько такие... Говорит Москва, нават першы. Подачи такие. Ну, магчыма, гэта і сцэнар, але я дапускаю, што ім сапраўды цікава і важна. Значит, гэта запытацца. Што новага вы, Сергей, пачулі ад Лукашэнкі? Я прадбачу адказ, асабліва так і нічога. Не совсем. Ну, хіба што пра гэты, боже мой, забыў, як гэта цэнтр, дзе грошы выпускаюць. Ой, не. У Смоленску, да? Нет, эмиссийный центр, вылетело слово. Я услышал впервые такую довольно странную вещь, когда прозвучала фраза: ну не будет же Россия вести войну на два фронта с Беларусью и Китаем. Ого. Вот примерно так это прозвучало. То есть это из серии, помнишь, как в детстве, а кто против меня теперь, там, Сколи или там галантерейщик и кардинал, это сила, вот что-то в таком вот духе. Слухайте, ну и при этом Александр Лукашенко демонструет абсолютно сяброўство с Китаем. Вот мы будем сябровать из России, Китай из Китая. воспринимается им как такой серьезный Коля, который не позволит дать России в обиду маленькую Беларусь. Это новое такое мировосприятие. Картина мира такая еще ни разу не рисовалась, но она вот такая прозвучала. Что как бы на нас-то вы, может, и полезете, а уже на нас с Китаем уже нет. Это цікаво. Да. И это такой довольно интересный нюанс, потому что это говорит о том, что все-таки, как это Китай нам всегда подставлял плечо. В китайском смысле, или как-то там это было, в китайском смысле этого слова что-то такое. Да. То бишь Китай воспринимается как гораздо более бесконфликтный партнер, чем вот тот самый братский народ, про который в начале, кстати, помнишь, в начале же был длиннющий пассаж о том, как президент, он очень любит теперь смотреть на текущее положение, объясняя это экскурсом в историю. Вот как бы человек же 25 лет у власти, да, то есть он там в доисторические времена Трусова и Новикова, Голубева был, да, там уже такие, реально... Он уже может сделать экскурс в свою историю. Незапамятные времена, да, то есть как бы надо понимать, что во времена Трусова и Голубева это доисторические времена, до Геродота примерно, значит, вот. И вот он любит объяснять, почему он тогда выбрал именно курс на интеграцию с Россией, а не с Европой, которую выбрали, строго говоря, все остальные страны, соседи, которые, в общем, далеко впереди нас опередили по... З гэтага, дарэчы, Романчук пачаў. Да, абсолютно. Все выросли настолько-то, а мы настолько-то, и як мы плануем догонять. Да, совершенно верно. И, постановка вопроса верная, я тут с этим согласен. Так вот, и вот он объяснял, почему... что, значит, другого пути, мол, не было, мы же сборочный цех и так далее, и так далее. И очень много говорилось о том, что мы вот чуть ли не на всю Россию работаем, потому что мы производим товары там высокой финишности. Это не совсем так. Все больше наша экономика, несмотря на то, что мы утверждаем, что никаких структурных изменений в ней не происходит, точнее, мы сами их не делаем, но они происходят помимо нашей воли. Структура нашей экономики примитивизируется, это хорошо видно на динамике нашего экспорта. 2 большущих исследования было Мирового банка, значит, 2000 год, 2010 и 2018. Это уже 3. Да, 2 периода, 3 года, да, взялись, да, 2 десятилетия, я просто их... неправильно выразил, 2 десятилетия рассматривалось. Там очень четко видна динамика на примитивизацию нашего экспорта. Мы теряем
как раз те отрасли, которые были сколько-нибудь с высокой добавленной стоимостью и с верхнего передела. Мы потеряли приборостроение, мы потеряли радиотехнику, телевидение, мы потеряли станкостроение, остались либо то, что называется во всем мире, квалифицируется как трудоемкие отрасли, как сельское хозяйство, либо самый первый передел и сырье. Калійне удобрение и нефтехимия. Ну, в принципе, БелАЗ неким чином яшчэ спрабуе чапляцца за рынок. Это удивительная история, это действительно правда. БелАЗ на фоне всех остальных предприятий еще... Плюс святая вера в отчество. Еще, значит, металлургический завод БМЗ. Но это все-таки тоже немножко не финишное производство, это все-таки прокат, корт, это все-таки, опять же, промежуточные товары, это все-таки промежуточные товары. Вот. Но, опять же, этот аргумент уже не сильно работает. Больше того, совершенно очевидно, что... И, кстати говоря, Лукашенко, по-моему, об этом даже где-то, я сейчас дословно не вспомню эти слова, но он сказал, что от этого союза мы всерьез ничего серьезного не получили. Опять же, как бы беря экскурс. Я даже могу раскрыть этот тезис. Смысл заключается в том, что успешность интеграционного образования определяется увеличением относительной доли межстрановой торговли стран, которые его образовали. У всех стран абсолютно, которые его создали, доля внешней торговли с третьими странами растет, доля между собой либо падает, либо стагнирует. Ну, у нас она сильно не может сократиться, потому что львиная доля нашей торговли – это импорт нефти и газа. Вот. До речі, Лукашенко наўпрост абвінаваціў расійскі алігархат у тым, што ставяцца палкі ў колы беларускаму бізнесу, беларускаму экспарту ў Расію прадуктаў харчавання. Можа, і ў гэтым таксама ёсць... Ну, это, опять же, это попытка человеческим фактором объяснить системные вещи. Это, опять же, это попытка ответить на вопрос об общем, ответом про частность. Ну да, і, да рэчы, калі Романчуку у адказ сказали, так вот же сидит Машэнскі с колгасами, да, все ж нормально, як бы, да. А Машэнскі сказал, что ох, как не тяжело. Ну тяжко, да, вот мы 40 миллионов вклали у колгас, и только через зараз, 10 лет, праз 10 годов, да, мы начинаем атрымліваць отдачу. И это Машэнскі, у якога бизнес по продуктах харчавання. То бок колгас это профильная, в принципе, низовая вытворчая структура. Да, ну, да? У него, на самом деле, скорее, я бы сказал, это называется вертикально интегрированная структура от от сырьевой зоны до прилавковых да, совершенно верно. Да. И магазины же теперь у него. То есть у него полностью вся цепочка. Ну, але тым не менш. То есть вся цепочка создания стоимости находится в одних руках. Да, але колгас ён у гэтым ланцугу ён займае. Можа быць убудаваны, як бы, да, і вот Машэнскаму цяжка. Што ж казаць, да, тады пра агульную сітуацыю. Конечно. 2 хвіліны у нас ёсць, нават ужо хвіліна, ўсё ж такі пра інтэграцыйныя працэсы. Я маю на увазе агульную рыторыку на кшталт того, что мы калісьці былі готовы на союз, а зараз не готовы. Мы с Ельциным домовилися про... А какие-то негодяи не дали... Да, пасля пачаліся выманні, да, газ і нафта, і вось мы маем падатковы маневр. У прынцыпе, гэта больш-менш стандартна. Да, совершенно верно. Ну, еще раз, мне кажется, что важным все-таки было изменение тональности. И вот Китай. Любимая все-таки президентом риторическая фигура исторического экскурса, да, фраза была следующая. Мы надеялись, мы были даже инициаторами, мы рассчитывали, результата не получили. Вот это практически приговор тому объединению, про который есть. Это примерно как... Давай тогда уже, чтобы для красоты мы начинали с метафоры семьи, да? Партнер 1, партнер 2. Это фраза, которая звучит, примерно переходя на семейный жаргон, я отдала вам лучшие годы. 25 лепших годов. Да. И что ж я буду робіць? Абсолютно верно. Да. Сябры, на гэтай метафорай, да, на гэтай ноце, ну, будзем спадзявацца, што і пасля 25 гадоў аддадзеных кому-небудзь ёсць наступнае жыццё, але ну, остались еще худшие годы, лучше это уже отдано. Ясно, да. Аптымістычная нота. Незалежны эканамічны аналітык Сергей Чалы быў у нашай студыі, мы размаўлялі пра вялікую размову Александра Лукашэнкі, якая, я так разумею, яшчэ працягваецца, зараз мы вернемся да яе прагляду. Сергей, дзякуй
До побачення. Да, спасибо, что если кто-то оторвался от главного события и посмотрел не главное. Яшчэ ў двух словах. Гэта размова захаваецца, яе можна будзе паглядзець увечары. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё. Да, спасибо за приглашение.